الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня я хотел бы поговорить о таких взаимоотношениях между людьми, как давать долг и брать в долг. По-арабски это называется кард, да, акрада, юкриду, то есть долг, давать в долг, брать в долг. И у нас это называется долг, займ, да, взаимодавец, заемщик, да, тот, кто дает в долг, тот, кто берет в долг. И это, так же, как и остальные наши отношения, должны соответствовать тому, что нам установил Всевышний Аллах. И поэтому вот вся наша жизнь, в том числе и наши поклонения, и наши какие-то бытовые отношения, они должны осуществляться в соответствии с словами Всевышнего Аллаха. Нету такого, как сказать, ни одного действия, ни одного слова, ни одной части нашей жизни, которая была бы просто так, да, без каких-либо установлений, без каких-либо правил, где вообще не было бы никаких границ. Такого не бывает, иначе это уже был бы беспредел, да? Это уже был бы беззаконщина, когда человек делает, что захочет. И такого позволять людям нельзя, иначе получится большой фасад, большой зулм, большая несправедливость. И поэтому, когда ученые говорят про долг, про кард, по-арабски называется кард, да, это то, когда человек передает имущество другому и через некоторое время требует возврата его назад. То есть передает ценность имущества кому-либо и через какое-то время требует возврата. Когда мы говорим про долг, то ученые приводят множество доказательств из шариата, что это является дозволенной операцией, дозволенными отношениями между людьми. И Аллах Тааля в Коране, в суре Бакара, 245 аяте сказал: «Ман заллази юкриду Аллаха кардан хасана, фаюдаифаху лаху ад'афан каthира». Кто тот человек, который одолжит или же сделает Аллаху прекрасный заем? И если так поступит человек, то Аллах преувеличит ему и вернет во многократном размере. И вот из этого аята мы понимаем, что Аллах Тааля здесь привел нам слово карт, долг, то есть дозволенность использования долга. Однако, когда мы говорим про долг, что такое долг? Долг – это когда кто-то нуждается в деньгах или в какой-либо ценности. И поэтому, когда человек просит в долг, он, как правило, какой? Он унижается. Он спрашивает, да, слушай, одолжи, пожалуйста, там, на такое время, да. То есть, как будто бы он ставит себя ниже, чем тот, кому обратились с просьбой долга. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи говорил: «Аль-ядуль улья хайрум мин аль-ядис суфля». То есть, верхняя рука, дающая рука, она лучше, чем нижняя рука, чем берущая рука. И поэтому и долг – это тоже является в некой степени принижение. Тоже является нуждой того, кто просит в долг, а тот, у которого спрашивают и который дает, он, наоборот, выше положением. Но это между нами, между людьми, между созданиями Всевышнего Аллаха. Но когда мы говорим долг в отношении Всевышнего Аллаха, там уже... Тут речь идет не про какой-то долг, материальную какую-то ценность, да? Когда мы ради довольства Всевышнего Аллаха совершаем ибадат, поклонение, благие дела. И как будто бы мы Аллаху Тааля делаем этот самый долг, и Аллах возвращает нам многократные награды. И нужно сказать, Аллах Тааля самодостаточный. Аллах ни в чем не нуждается. Аллах Тааля, Он дарующий милость, Он распространяющий свою щедрость. И поэтому Аллах здесь приводит нам в качестве сравнения, что Аллах преувеличит ту награду, которая тебе положена за совершение благого дела. Поэтому кардун хасан, прекрасный заем, прекрасный долг, речь идет про совершение
благих деяний. Однако Аллах Тааля использовал это слово, установил законность брать и получать в долг, поэтому это является долгом. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, точно так же в свою жизнь использовал эти отношения. Брал в долг, давал в долг, да? И также в одном из хадисов сказано, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: любой мусульманин, который одолжит, сделает, даст в долг другому мусульманину дважды, и это ему запишется, как будто он один раз дал садака. То есть, например, Ибрахим обращается к Абдулле и говорит: слушай, 10 тысяч одолжи, пожалуйста, на 1 месяц. Первый случай. И потом, допустим, через какое-то время, да, опять, слушай, деньги закончились, 15 тысяч, одолжи, пожалуйста, на там 2 недели, 3 недели. И вот эти вот 2 раза этому человеку запишутся тому, кто дает в долг, как будто он 1 раз сделал садака этими 2 долгами. То есть 10 плюс 15, как будто 25 тысяч дал садака. И поэтому, уважаемые братья, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, здесь сравнил, что давать в долг, это как будто 2 раза дал в долг, и как будто это 1 садака, указывает на то, что давать долг, и это, во-первых, дозволено, узаконено шариатом, во-вторых, за это получаешь награду. И поэтому, исходя из этого, ученые сказали, что долг является видом договоров благотворительности. Мин укуди табарруат, как говорят ученые, договор благотворительности. То есть, когда к тебе обращаются дай в долг, тебя никто в этом мире не может обязать, заставить дать ему в долг. Когда ты даешь это что? Как сказать, собственноручно, по своему выбору, без каких-либо, без заставлений там и так далее. Да? И поэтому ученые сказали, вот тот, кто дает в долг, да, ему желательно давать в долг. Почему? Потому что он, давая в долг, он, во-первых, получает награду себе, да, что он как будто бы садака сделал, и во-вторых, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто облегчит какую-либо беду другого верующего в этом мире, тому Аллах Тааля в судный день облегчит трудность, беду в ахирате, в день судного дня. И поэтому, уважаемые братья, получается, когда человек просит в долг, он же не просто так, да, там, что-то лежал, сидел, думал, возьму-ка я в долг. Он всегда испытывает какую-то нужду. Ему на что-то не хватает. Может быть, там, допустим, покрыть там, арендную плату за жилье, да? Может быть, за еду, может быть, за какую-то вещь, которая ему нужна в быту. То есть, у него трудность. И когда вот эту вот трудность ты помогаешь ему избавиться от этой трудности, Аллах Тааля точно так же в судный день избавит тебя от трудностей судного дня, ахирата. И когда мы говорим, а какая трудность тяжелее, трудность этого мира или трудность ахирата? Конечно же, трудности ахирата, они намного тяжелее. И если, допустим, Аллах Тааля пообещал тебе в судный день облегчить твою трудность, то это ты очень будешь рад этому там, в ахирате. Хоть даже если сейчас, может быть, плачешь, может быть, тяжело, может быть, сложно, может быть, там, несытый, допустим, да, голодный, там и так далее, да, может быть. Однако в ахирате эти трудности, они будут намного облегчены, то есть Аллах Тааля, если их облегчит, то человеку будет лучше. И таким образом ученые сказали, тот, кто дает в долг, ему желательно давать в долг, но не обязательно. И, допустим, бывает так, что обращаются, дай в долг, у тебя же есть, да, и что у меня есть? Это не является обязательным, что я тебе должен дать. И поэтому, если он отказывается обижаться, там что-то говорить там и так далее, это нельзя. Потому что мы не можем его обязать дать в долг. А человек, который берет в долг, ученые сказали, это дозволено, мубах, с условием, что он планирует вернуть этот самый долг. С условием, что, иншаллах, вот сейчас распланирую, прогноз сделаю туда-сюда, вот у меня здесь зарплата, здесь там, допустим, какой-то доход там и так далее, я верну. Если же он не имеет представления, как он вернет, вообще ноль, то есть просит в долг, но как он вернет, никаких соображений у него нету, никаких возможностей. Вот тогда ученые сказали, брать в долг нельзя. Вот тогда нельзя брать в долг и говорить, там, допустим, там, дай, там и так далее, да, если ты не знаешь, как ты вернешь.
И, конечно же, в жизни возникают такие моменты, когда человек взял в долг, планировал вернуть, ну, случаются различные форс-мажорные обстоятельства, и он не может вернуть. Это другая ситуация. Это называется муасир, тот человек, который не может вернуть. И Аллах Тааля в Коране побуждает нас помогать муасиру, человеку, оказавшемуся в трудном положении. Он просит отсрочки, желательно дать ему отсрочки. Он просит, чтобы простили часть долга, желательно ему это сделать. Не обязательно, но желательно, да? Человеку, который оказался в трудности, но который изначально сам знает то, что он не сможет вернуть никак, да, и вообще никаких представлений нету, вот тогда ученые сказали, брать нельзя. И таким образом, уважаемые братья, долг является узаконенными отношениями между людьми в этом мире. И более того, когда мы говорим «люди», да, мы подразумеваем и верующих, и те, которые не веруют. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, когда жил в Медине, имел торговые отношения с иудеями. И он у них брал в долг, продавал, покупал и так далее. И более того, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, умер, да, а его кольчуга оставалась в залоге у иудея, которому посланник Аллаха оставил свою кольчугу в качестве обеспечения за тот долг, который он взял. Если не ошибаюсь, он 30 сагов ячменя взял у этого иудея. Если не ошибаюсь. Ну, еда была, да? И оставил, типа, вот если не смогу вернуть, вот расплатишься или же реализуешь эту самую кольчугу и заберешь себе деньги, которые посланник Аллаха должен был. И таким образом, Аллах Тааля дозволил нам эти самые отношения. И ученые сказали, чтобы долг был действительным, необходимо выполнить 3 условия. Во-первых, когда даешь или берешь в долг, понятие долга должно быть четко известно. Сколько, допустим, если берешь еду, сколько килограмм, какой продукт, какой сорт. Например, скажем, женщина, соседка зашла, да, и говорит своей соседке, дай мне, пожалуйста, 5 килограмм муки. Да? Какая мука, какой сорт, пшеничная, ржаная мука и так далее. Должно конкретно оговариваться. Деньги берут в долг. Обязательно. Сколько, в какой валюте и так далее. Вот у нас, помните, да, доллар скаканул 2 раза, да, вот в 2014 году, да. Тогда очень много конфликтных ситуаций возникло, что рубль, или, скажем так, 100 тысяч, да, которые он взял до этого, они потом по своей покупательской способности превратились в 50. То есть уже столько товара не купишь. И некоторые начали говорить, нет, ты у меня, говорит, взял в рублях, но это, говорит, те рубли были, верни мне в долларах, говорит. Это на самом деле непозволительно, это недозволено. Конкретная сумма, оговоренная сумма, все, эту же самую сумму возвращаешь. И поэтому, да, долг такая вещь, нестабильная вещь. То есть рубль, который ты взял сегодня, он уже завтра не будет тем же самым рублем. То есть сегодня на него можно купить, скажем так, 2 буханки хлеба, завтра на него уже 2 буханки хлеба можно и не купить. И поэтому, когда человек дает в долг, он должен понимать эти самые риски. И поэтому это является благотворительностью. Ты оказываешь помощь и осознаешь самые риски, что завтра, если вдруг евро упадет, доллар упадет, рубль упадет, китайский иена упадет, да, то есть ты можешь потерять часть своего капитала, своего имущества. Поэтому суть договора займа, долга должна быть конкретно оговорена. Что это за товар, что это за животное. Например, одолжил барашка, одолжил бычка, корову и так далее. Какого оно породы, да? Полностью все возможные вот эти вот характеристики. Второе условие, чтобы дающий в долг имел право распоряжаться этим самым долгом. Во-первых, он должен быть свободным. Альхамдулилля, сегодня у нас рабства нету, да, сегодня все свободны. Второе, он должен быть совершеннолетним. Ребенок давать в долг не имеет права, потому что он ребенок, он не отвечает за свои действия. И точно так же ученые сказали, если кто-либо опекает своего ребенка или же ятима, сироту, он не может распоряжаться деньгами своего ятима, своего сироты. То есть пришел к нему, скажем так, да, у ребенка умерли родители, оставили наследство большое, да, и за ним присматривает бабушка, дедушка или кто-нибудь из опеки, да. Они не могут говорить, да у него же много денег, сколько тебе надо, вот тебе 50 тысяч. Не имеют права. Это его имущество, и распоряжаться он им сможет только сам, но когда достигнет совершеннолетия. Свободный, совершеннолетний, разумный человек,
то есть не должен быть маджнуном. И четвертое, рашид, рассудительный, не транжира, не который там деньги сразу же спускает на всякую ерунду, тратит там, допустим, да, и все, остается без копейки. То есть этот человек должен быть свободным, разумным, совершеннолетним и рассудительным, который может нормально распоряжаться деньгами. Вот долг этого человека принимается. Он дает, другой принимает, все. И третье условие, самим предметом долга должен быть конкретная какая-либо ценность. Услуги одалживать нельзя. Слушай, брат, 3 часа своих одолжи, пожалуйста. Скопай мой огород. Да? Это невозможно оценить. Ты можешь его попросить, ты можешь нанять его. 3 часа плачу там 1500 рублей. Скопай, пожалуйста, огород. Да? Когда услугу можешь попросить оказать, да, нанять его, но ты не можешь передать в долг какую-либо услугу, потому что ее деньгами оценить сложно. Мои 3 часа это не те же самые твои 3 часа. Или же, допустим, там мои усилия при работе это не те же самые усилия другого при работе. Все мы разные. И поэтому ученые сказали, предметом долга, займа должна быть конкретная ценность. Имущество, которым мусульманин может владеть, дозволенное шариатом. И поэтому хамр, свинина, там всевозможные идолы, там скульптуры там, и так далее не могут быть предметом долга. Одолжи, пожалуйста, литр водки. Абсолютно неприемлемо с точки зрения ислама. Почему? Потому что это не является той самой ценностью, имуществом, которым мусульманин может распоряжаться, и поэтому только лишь дозволенная ценность, дозволенное имущество. Ну и на этом остановимся. Иншаллах, продолжим на следующих уроках. Субханак Аллахума бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.